Добрый день. Это Пермь, ресторан «Гастропорт», прямо на берегу Камы. И сейчас шеф уральской кухни этого ресторана Андрей Полоухин покажет нам, как делают в Перми посекунчики. Сейчас, что такое вообще посекунчики? Посекунчики — это такие маленькие пирожки, которые едятся в два укуса. Ага. Посекунчики появились от слова «сикать», название у них, потому что когда ты его кусаешь, он как будто бы сикает, вытекает бульон, который скопился от мяса в тесте. В данном случае мы будем готовить из лосятины, из мяса лося, так как на Урале долгое время не было говядины. Все готовилось из того, что было в лесах, то есть дичь, грибы, все, что могли собрать сами. Андрей, вырастить. а вот в Москве некоторые люди считают, что посекунчики это такое не древнее блюдо, а какое-то выдуманное совсем недавно. Это вот Как недавно, это скорее всего, как вот бабушки сегодня говорилось, то, что 100 лет, да, да? мне вот 26 лет, я большую часть своего детства провел у бабушек в деревнях у своих, и то есть я кушал там эти же посекунчики, эти же шанги, это блюда уральской кухни, и вот это же меня вдохновило, то, что изучать свою кухню. Все наговоры, то, что уральской кухни как таковой нет, там, можно сказать, говорят, она есть, просто многие рецепты забыты. Бабушка мне готовила посекунчики. То есть, да, она жарила. Что это за деревня? Я в Кудымкаре, у меня бабушка одна, в Кудымкарской области, и другая, тоже Пермский край, возле, давно там не был, честно, даже уже забыл, возле Верещагина. Это разные? Да, места? это разные места. И там готовили посекунчики? Да, это все Урал, то есть. Рецепты отличались немногим. Там кто-то в тесто добавляет сливочное масло, кто-то не добавляет. Я более предпочитаю такое пресное именно тесто. Это соль, мука, вода. Да. Все, как бы классическое пельменное тесто. Добавляют мне бульон говяжий. То есть если из говядины делаешь, фарш прямо, чтобы он сикал, как говорится. Посекунчик сикал, чтобы добавляли бульон. И самое неотъемлемое — это жарить его в большом количестве масла, чтобы получилась такая хрустящая корочка у теста. Я думаю, мы приступим. Давайте берем для фарша лосятину. Сегодня мы готовим ее так, как раньше не было мясорубок. Все готовим вручную. Конечно, в деревнях это у них сечки. Вот есть такая версия, что посекунчики, они не по секунчики, а по секунчики, потому что их как раз секут. Посечь, да. Это вторая из версий. Посекунчики могут быть разные, из мяса, из овощей. Я считаю, что все кухни начались каждый в своем месте, и все повлияли друг на друга. В общем, вот так мы рубим лосятину. То есть не слишком мелко, да? Не слишком мелко. Чтобы она такая, как чувствовалась, да? Да. Дальше возьмем репчатый лук. Лук также по вкусу. То есть чем больше, тем больше будет оно сочнее. Да, он будет сочнее, если побольше лука добавить. Перекладываем в мисочку, чтобы было удобнее перемешивать. Добавляем соль, опять-таки по вкусу. Перец. И немножко водички, потому что фарш должен быть жидкий, чтобы посекунчик сикал. Все это тщательно перемешиваем. Дальше мы берем тесто. Тесто можно взять просто для вонтонов. Проще всего, да? Конечно. Немножко фарша. Таким образом просто посекунчики превращаются в такое блюдо 5-минутное. Да. Выкладываем весь фарш в центр. Смазываем края лизоном. И защипываем. Как пельмень? Да. И все, и чтобы держалось получше, проходимся вилочкой. Опять-таки, как делала бабушка на всех пирогах. Давайте еще один слепим. Все, и жарим посекунчик.
2-3 минуты, чтобы образовалась хрустящая, красивая золотистая корочка. Ну и, конечно же, чтобы фарш прожарился. Раньше всей семьей садились, лепили посекунчики, пельмени. Это сейчас в городе, когда живут, то не надо столько заготавливать. А когда я приезжал с бабушкой там, в деревню зимой, там, особенно на Новый год, приезжал, собиралась вся семья. И то есть на Новый год лепились пельмени, там, доставались вот эти соленья, все, что бабушка сама делала. Говорите, отдыхает. Конечно, отдыхает. Ладно. Ну вот, все. Вот он, настоящий пермский посекунчик. И шеф уральской кухни ресторана «Гастропорт» Андрей Полоухин. Тем, кто не верит, что посекунчики в Перми готовят сотни лет, приезжайте в Пермь, сами Мы увидите. переубедим. Да. Причем не насильственным методом, да, а методом Гастрономическим. да. Пока-пока. Он немножечко секнул. Пока-пока.